Первый раунд. Смотрим. Проход в ноги, проход в корпус. И сразу же шею зажимают красному бойцу. Как-то неудачно он этот проход выполнял. И пытается высвободиться. Удары по корпусу наносит красный боец. И вот сейчас пытается голову он свою высвободить, чтобы не прошел удушающий прием. Держит голову до сих пор. Синий боец не отпускает, как намертво прям. Ну а тем временем красный боец все равно где-то там по печени свои удары наносит. Рефери поднимает бойцов. Хайкик. Здесь лоу-кик, а следом уже снова в партер отправляются бойцы. Есть удары. Держится до сих пор за шею соперника боец. Так и не отпускает. Там, я не знаю, откуда кислород-то вообще поступает. И удары, как правило, тоже не проходят, потому что амплитуда этого удара, если она есть, то она небольшая. Красный боец все равно наносит по печени удары. Амплитуда маленькая, удары несерьезные. Пытается выкрутиться из этого положения. Ну и в итоге друг друга держат за шею. В итоге получилось так, что оба друг друга держат за шею. Пытается рывками вырваться из этого положения красный боец. Минута 18 остается до конца первого раунда. Время идет, а пока что еще ничего не ясно. Локтем по печени наносит удары. А возможно, здесь ежовый болевой получится. Там где-то локоточек начал брать один из спортсменов. Вот здесь вот болевой получится или не получится. Да мне кажется, нет. Очень тяжело это сделать. «20 секунд до конца. 20. Все-таки держат, пытаются все-таки взять этот болевой.
Все, болевой прошел. Да. Есть, да, вот это было настолько неожиданно, незаметно. Покидает октагон красный боец и считает, что это было нечестно. Но судьи говорят, что поражение засчитывается не только если постучали, но и если был издан какой-либо звук.